Я этнический татарин. Я носитель языка и думаю по-татарски. Спектакль буду играть вот сейчас на русском языке, то есть я практикую игру на русском языке и на татарском. Этот спектакль перевели на арабский, на английский, на персидский и на турецкий. Потому что у нас намечается в Иран гастроли. Арабы и англичане как бы на английский-турецкий переводили, когда был мусульманский форум. Вообще этот спектакль пришлось играть даже на 11 тысяч человек во время ифтара. Ну, зал был такой экспо для ифтара, для намаза. Ну, звук гуляет, там невозможно играть. Ну, я отыграл. А так желательно, конечно, чтобы зал был камерный, хотя бы на 500 человек. Играл в ресторанах, так пришлось во время ифтара, перед ифтаром вернее. Спектакль «Дервиш», он своеобразный в тем, что, во-первых, я свою судьбу рассказываю через судьбу великого татарского богослова, своего земляка, который родился, конечно, в Апасовском районе, нынешнем, тогда еще Казанской губернии, а Буинск, наш город, он входил в состав Симбирской губернии. И был ахуном до конца своей жизни в нашем уезде, Буинском уезде Симбирской губернии. Величайшая личность. Я не знал его. Вот к своему стыду человек, окончил исторический факультет, не знал биографию Нургали Хасанова. Нет, слышал я, что был такой Нургали Хасанов, весь под крылачей, там его вышли очень много знаменитостей, много его учеников стали там видными деятелями татарской культуры, литературы и политики, потому что среди его учеников были 2 депутата Первой Государственной Думы. Смотрите, какой масштаб. Около 50 человек. Такой калибр, столько писателей, общественных деятелей и просветитель татарской культуры и литературы, татарского народа. Вообще подал идею муфти Татарстана. Это Камиль Хазрат Самигуллин. Я живу в деревне, как ни странно для многих, наверное, ну и там подпитываюсь. Я живу в доме, где 340 с лишним лет жили только мои предки. Представляете, какая подпитка? Вообще. У меня нет ностальгии по прошлому. Он такой ностальгии, что он скучает. Ой, по родному дому, по родителям, потому что, во-первых, они там жили. Те же соседи почти. Та же трава, та же крапива там растет в том же месте, где я в детстве срывал или там замечал его первые ростки весной. Климат не особо изменился. И поэтому подпитка вообще идет мощная. Всем советую, у кого есть возможность, жить в малой родине. Сейчас уже локации, логистика такая, что можно сесть и оказаться в Москве уже через 2 часа или через 3 часа. Ну, пусть 4, а вечером уже прилететь обратно. Или в большом городе, допустим, Казани, мегаполисе. А насчет того, что как живет татары в деревне, мне рассказывать не надо, я сам вижу, потому что я в деревне живу. Я отличаюсь от своих коллег, директоров, художественных руководителей театров, тем, что я играющий тренер. Мало кто из татарских директоров, руководителей театров выходит на сцену. Есть еще пару человек, ну, одного я точно знаю, это Рустам Галиев, иногда выходит, директор Нижнекамского театра. Но помимо того, мы самый гастролирующий театр Республики Татарстан. Никто со мной не сможет спорить. Никто абсолютно. Вот я заявляю, мы самый гастролирующий. У нас самый дорогой билет. Столько надо платить за все. Автобус, амортизация, это топливо, это декорация, это гостиница, это командировочная, это риск. Это много чего. Но при этом мы самый, наверное, из тех татарских театров, из тех коллективов татарских театральных, которые в полном контакте со зрителем татарским, будь он в Якутии, будь он в Калининграде. В прошлом году мы были в Калининграде и в Якутии. Представляете, где Якутия, где Калининград. В этом году мы были весь Кузбасс ездили, Алтай, Омск, Москву, Санкт-Петербург, я не говорю. Мы каждый год выступаем по несколько раз. Это вот у меня сегодня... Вчера мы выступали в 18-м фестивале. За год в этом году у нас 20 фестивалей. Какой коллектив может похвастаться? Вот мне приходится. И потом, даже, может быть, среди российских коллективов мало таких
театров спецназовцев, я свой коллектив называю спецназом театральным, потому что когда мы прибываем, мы сразу разворачиваемся, мы быстро встаем, иногда даже приходится без репетиции, к сожалению. Мы спим в автобусе иногда, никто не ломается, никто, все таскают декорации, устанавливают, помогают операторам, машинистам, все машинисты в том числе. Это влияет и на их зарплату тоже. Ну, живем вот так. Обширная география. И я всегда говорю, не дай бог, кто-нибудь из наших артистов когда-нибудь уйдет из театра, не дай бог, то он не потеряется. Он может найти работу в любой российской школе и может преподавать географию. Потому что столько мы проездили по территории России, по городам Российской Федерации и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Поэтому я перед своими коллегами всегда могу твердо заявлять, что ни один из них, как я, так часто не встречается с теми моими, с нашими татарами, с сородичами моими, будь они в Якутии, в Калининграде, или в Сургуте, или в Нижневартовске, или в Новороссийске, или в Астрахани. Каждый год в Астрахани мы, каждый год, я сказал, в Москве, про Казань не говорю. Татарстан, Башкортостан мы разделены на 3 части, то есть 3 раза мы ездим в году в Республику Башкортостан. Республика Башкортостан большая, объемная. И ладно бы играли только вечерний спектакль. Мы же еще играем днем по пушкинской карте. Для подростков, бывает, для детей играем. И когда меня спрашивают, вот, почему мы играем на русском иногда, понимаете, к сожалению, это не моя вина. Мы побуждаем. Вот почему я играю сейчас спектакль, даже вот сейчас отступление такое лирическое. Почему я сегодня играю Нургали Хасанова на русском. Во-первых, это с татарским элементом. Я там стихи рассказываю на татарском, многие вещи говорю на татарском, которые невозможно перевести на русский язык или теряется значение. Потому что я популяризирую татарский театр, татарскую культуру и татарского богослова. И про свой город я не говорю, про маленький город Буинск, который при слове Буинский театр уже сразу поднимается на определенную высоту. Не нужна никакая реклама для маленького города. И вот бренд, гастролирующий театр по всем республикам, субъектам Российской Федерации. Я популяризирую свое народное искусство, как театральное искусство нашего татарского народа. Через спектакль про наших видных деятелей. Это чтобы вот вы спросили, сейчас меня задали вопрос, как в мегаполисах, почему язык мы так быстро теряем? Идет такая мощная урбанизация, процессы необратимые, как бы. Но в то же время надо за что-то цепляться. И вот хотя бы достучаться. Если я буду кричать, эй, туктагыз, килигыз, туктагыз, никто не знает, что это такое. Это в Казахстане мне всегда приятно, когда на светофоре остановится, там написано «тукта», и там написано на русском «стоп», и на английском «стоп». Вот, и говорим «туктагыз», мы же теряем свой язык, себя как этнос, чтобы обратить внимание на свою культуру своим спектаклем. Вот этот спектакль, тем более он попал сейчас в орбиту Национальной театральной премии «Золотая маска», вошел в шорт-лист, то есть был номинирован в 2 номинациях на маску 2024 года. И вот уже я в Москве, и этот спектакль играю 3-й раз. Еще должен играть. Дай бог. Это же тоже популяризация. И все остальные спектакли мы на татарском языке играем. Вечерние спектакли. Все. С переводом. Раздаем наушники. У нас уже с собой возим эти наушники, раздаем, и никто не выходит. Вот у нас есть спектакль «Шбага жребий». 7 татарских бабушек на сцене рассказывают про историю страны. И когда ни один человек, будь в Мичуринске, Тамбове, Липецке, Москве, Санкт-Петербурге, в Калининграде, в Новороссийске, в Астрахани, в Волгограде, в Омске, в Томске, в Кемерово, в Якутске никто не стоит, нюхает, и наоборот стоит, плачет, аплодирует. Это не история татарских бабушек, это история наших родителей из-под Новосибирска, из-под Ленинграда. Потому что у нас общая история. У нас общая страна. Я патриот своей страны.
И как патриот, мне больше импонируют такие спектакли. Я патриот своего народа. И, наверное, скажу больше. Может быть, неуместно даже так говорить. Мы находимся на передовой войны, или как называть можно, фронта за свой язык, за сохранение своей культуры, за сохранение своего языка. На передовой, театральное искусство татарское. За нами эстрада, вернее, с нами литература татарская, тоже где-то рядом в окопах, если так можно представить. Потому что за каждого зрителя, за каждого татарина, да, много будет татар, будучи на лет через 20, которые написаны татарин, татарка, там, в паспорте. Сейчас, наверное, паспорта уже такой не пишут, но они будут знать языка и не будут думать по-татарски. А тукайный в оригинале не сможет рассказать. И вот в конце я рассказываю, в спектакле я включил, допустим, такие стихи, допустим, я в Дервише рассказываю Тукай. Был у него 4-й куплет, 70 лет игнорировали этот куплет, то есть не преподавали Тугантель, это гимн татарского народа, а там есть 4-й куплет есть. Из-за того, что там есть упоминание Бога, не давали в школах, не было в литературе татарской. Как бы было упрятано, спрятано. И вот я говорю, 4-й куплет, рассказ сначала на татарском, потом сразу перевожу на русский. И Тугантель, синде булган, иңелек кылгандыгам, ярлы кагыл дип үзем хәм, әткәм, әнкәмне хыдам. Родной язык, с тобой вдвоем я первый раз молил Творца. О Боже, мать мою прости, прости меня, прости моего отца. А как еще популяризировать? Вот так. Переходим вот на такую тактику, к сожалению. Ну, потом страна одна, и языковая плоскость тоже должна быть одна, наверное, чтобы было более доступно, понятно. Русский язык тоже же нужно сохранять. Кстати, он очень много потерял после 90-х. Он сдал свои позиции тоже. Но мы должны все сохраниться. В этой большой стране все языки, все народности и народы должны сохраниться. Через свой круг, культуру, через свои театры, эстраду, литературу, через все, что можно. В хорошем смысле этого слова. Вот так. А Дервиш, моноспектакль, это как кирпичик, может быть, несколько кирпичей, может быть, целый блок, а может даже это такой нескончаемый раствор, фундамент нашей, такой фундамент, цементирующий фактор нашей страны, с чего вот с таких спектаклей, наверное, идет дорога к сохранению не только языка и культуры малого народа, допустим, небольшого народа, как татары, если смотреть на китайцев, а и русского народа, и той большой семьи, которая называется Россия.